Вопрос, что делать. сегодняшняя власть не способна это делать. Не патриотизма, в силу вовлеченности в торговле с Крымом и с Россией. То есть эти все чиновники, депутаты, министры, замминистров, многие вовлечены в процесс торговли и не хотят выходить на жесткий конкурентный европейский рынок, они его просто боятся, а хотят легко торговать с Крымом, с Россией, и они не способны отрезать себе, извините, руку или там ногу, да, как те люди, которые осуществляли гражданскую блокаду Крыма. Да. Я хотел бы напомнить украинским гражданам, зрителям в особенности, о том, что многие уже забыли, что в какой-то момент, да, была перекрыта товарная поставка на Крым, когда шли сотни фур на Крым через третьи перехода. Когда наши граждане, те, кто стояли на блокаду, это перекрыли, ну и здесь есть представители как раз. И потом была энергоблокада, да, люди жертвовали своим бизнесом, люди жертвовали своим состоянием, да, и нам из Крыма звонили люди, и вам в том числе, я думаю, многим здесь присутствующим в зале, и говорили: ребята, отрезайте нам воду, отрезайте нам электричество, отрезайте нам товар для того, чтобы мы были деоккупированы. Я хочу напомнить украинцам об этом, о том, что люди хотели освобождения. Надо здесь ставить первый вопрос: освобождение, а потом торговли. Никакой торговли с оккупированной территорией быть вообще не может, да? За исключением того критического импорта там, в виде топливных и ядерных энергоносителей там, и транзита газа, там, вот, за исключением таких вещей. Все остальное должно быть немедленно прекращено. Но сегодняшняя власть не способна.